первому зову шел на стройку в тайгу и на защиту Отечества, кто покорил целину и вывел на орбиту первый межпланетный корабль. Словом, всех, кто юность свою провел в комсомольских рядах. «Даешь лес!» – кричали парни и девушки. В 30-е годы эта фраза стала главным лозунгом коми комсомола. Молодежь занималась строительством железных дорог, трудилась на речном транспорте, по комсомольским путевкам отправлялись на новостройки. Одной из первых таких в 1939 году стало освоение Ярикского месторождения. И земля открыла им свои богатства. Затем война. Тысячи ушли на фронт, а оставшиеся в тылу заготавливали лес и добывали уголь. В послевоенное время требовалось восстановление хозяйства, началось строительство гидроэлектростанций. Все возвращалось, как и было задумано. В 50-е годы растет число молодежных бригад и участков коммунистического труда. Пополняются ряды молодых стахановцев. Грядет время новых трудовых свершений. Сыктывкарский промузел, Ухтинский газовый завод, реконструкция Жешерского фанкомбината, экономически важные комсомольские стройки. В 60-е годы на территории республики открываются уже всесоюзные ударные комсомольские стройки. Ныне известно не только в Коми, но и за ее пределами Сыктывкарский ЛПК, газопровод «Северное сияние». А в 1964 году в строй была сдана крупнейшая шахта Печорского угольного бассейна Юньяга. В 70-е строится город Усинск. Там же обустраивается нефтяное месторождение. Комсомольцы участвуют в возведении первого энергоблока на Печорской электростанции и прокладке системы магистральных газопроводов. В следующем десятилетии все потихоньку идет на спад. Меняется время, а с ним и люди. Страна тяжело движется к рыночной экономике, а входит в кризис 90-х. В 1991 году чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил о самороспуске организации. Города и поселки, заводы и нефтегазопроводы. Сложно перечислить все, что было создано приезжими специалистами. Эпоха распределения сил и средств сыграла решающую роль в истории края. Заложила фундамент в сегодняшние глобальные стройки и перемены.